Siamo a Verona e pronti per fare un'intervista al giornalista che è arrivato dal territorio della Nuova Russia e volevamo appunto sapere in questo momento com'è la situazione nei loro territori. Хотят узнать последние новости от очевидцев. На Украине. Да. Он представил вас как журналиста. На Украине сейчас сложилась довольно-таки сложная ситуация в плане экономики, политики и гуманитарной катастрофы. В принципе, Украина стоит не на пропасти, она уже летит в пропасть как гуманитарной катастрофы, так и самой целостности этой страны. Ucraina sta non per cadere, Ucraina già è caduta come lo Stato e come catastrofa umanitaria. Это связано с тем, что те люди, которые пришли к власти, они практически в открытую проповедуют фашистские идеологии, и батальоны Нацгвардии, которые воюют на стороне киевской власти в Донецке, в Луганске, в открытую используют символику, фашистскую символику СС, дивизии СС. I motivi sono molto antichi, questo è sviluppo del nazismo che tante persone non vogliono vedere e hanno deciso di proteggere le proprie terre, però la minoranza è stata più forte. В связи с этим общество Украины, которое жило раньше, люди Украины, которые жили раньше в мире и согласии, и языковой вопрос не стоял, сейчас это поднято на поверхность искусственно, и вследствие этой конфронтации идет полномасштабная гражданская война. Prima il popolo dell'Ucraina è vissuto con la pace senza guardare la lingua dello Stato, però adesso sotto la bella manipolazione sulla lingua che non deve essere problema principale dello Stato, è sviluppata la guerra civile che prima era nascosta però tra l'est e ovest Ucraina era sempre guerra fredda, diciamo. Adesso questa guerra fredda è diventata nell'ultimo atto con l'arme e con battaglia informativa. Если раньше вопрос стоял только о русскоязычном населении, то сейчас вопрос стоит более масштабно о геноциде всего населения, проживающего на территории Украины, потому что насильно призываются мужчины с западных областей Украины и под прицелом автоматов карательных батальонов их заставляют идти в наступление, убивая мирных жителей Донецкой, Луганской области. Se prima noi potevamo sentire il genocidio delle russi, adesso possiamo vedere che sta accadendo il genocidio del tutto il popolo dell'Ucraina, come russi come ucraini veri, perché la politica del nuovo governo sta distruggendo economica dello Stato e risorse umane. Per questo il problema più globale che il mondo aspettava. Кто из солдат украинской армии отказывается выполнять приказ, тот подвергается репрессиям, судебным преследовательствам или просто расстреливаются на месте.
Eppure il genocidio di un motivo che possiamo titolare genocidio totale per i motivi che il governo per forza fa militari, anche se uomini non vogliono andare a fare militari, questi uomini o saranno ammazzati dietro la schiena o saranno carcerati o saranno sotto repressione. Per questo tutti costretti dovranno andare a sparare al fratello, suo fratello. Потери украинской армии составляют на сегодняшний день более 15 тысяч погибших на востоке Украины. Извини, откуда? Это со стороны Украины? Со стороны Украины, да. Adesso con l'ultima notizia dei caduti cifra può essere 15.000 persone dalla parte di Ucraina. Потери среди ополченцев порядка в 10 раз меньше, чем потери украинской армии. Però caduti dai miliziani del Donbass, dalla Nuova Russia, molto meno, cioè 10%. Основные потери среди населения Донецкой и Луганской области составляют мирные жители, женщины, старики, дети. И сейчас правительство Украины использует искусственный голодомор, оно отказалось выплачивать пенсии пенсионерам, те, которые должны получать из бюджета Украины, те, которые заработали эту пенсию, но для того, чтобы создать гуманитарный коллапс на юге Украины, на востоке Украины, правительство Украины прибегло к таким мерам, как невыплата пенсий, невыплата пособий на детей. Это еще раз подтверждает, что украинская власть намеренно проводит геноцид населения территории Украины под руководством Госдепа США. Caduti da parte della Nuova Russia, soprattutto tra le bambine, donne e popolo civile. E poi perché possiamo dire che sta accadendo genocidio di popolo ucraino, tutto il popolo ucraino? Perché il governo nuovo da Kiev ha smesso di pagare pensione agli anziani, ha smesso di realizzare programmi sociali e questo soprattutto per merito di associazioni europee e con Consiglio di America. В заключение я хотел бы сказать следующее. Я был на юге Италии, в центре и на севере. Я сделал для себя выводы, что итальянская нация, итальянский народ имеет очень большой культурно-исторический пласт. Это говорит о следующем, что итальянская нация, она глубоко духовная. И наряду с этим, чтобы не возникло возмущение по отношению той политики, которую проводит Европейский Союз по отношению к Украине, искусственно дезинформируется и блокируется информация о происходящем на Украине. Потому что очевидно, что итальянцы очень умный, продвинутый народ, и они смогут разобраться в политической конъюнктуре, которая сейчас сложилась, если им дать просто ту информацию, правдивую, чистую информацию, которая на сегодняшний день существует, но ее всячески блокируют и не дают возможность проникновения на телеканалы, на средства массовой информации. То есть искусственно происходит дезориентация итальянского народа.
con la mia esperienza di vivere nel sud e nel nord d'Italia, io ho scoperto che gli italiani è il popolo con ben profondità della cultura e dell'intelligenza. Con questo io vedo che anche se nel mondo adesso fanno blocco per giuste notizie, soprattutto si può sentire la bugia che sta accadendo in Ucraina su veri motivi e su veri dirigenti. Noi abbiamo speranza che gli italiani potranno scoprire la verità e soprattutto se creiamo qualche scambiamento delle notizie possiamo allargare questa possibilità di far sapere a più gente, di capire che sta accadendo per unirsi e vincere questo guaio. Bene, l'ultima domanda, sappiamo che le spinte a questo genocidio, a questa guerra civile sono state fatte anche dall'estero, se vogliamo dire, dall'estero verso il governo e adoperando delle forze estremiste o filonaziste, eccetera. Presupponiamo anche che a questo punto, visto l'affermazione anche delle popolazioni di madrelingua russa e in parte diciamo del popolo ucraino, possiamo presupporre che l'Ucraina a questo punto sia stata anche, dopo che è stata urtata, è stata abbandonata da queste stesse forze che volevano queste stragi, e questo presuppone che l'Ucraina in poco tempo implodi economicamente. Questo può voler dire che tutta la popolazione dell'Ucraina si troverà un giorno a dover decidere, a dover riformare un nuovo tipo di Stato, un nuovo tipo di rapporto con le popolazioni di Nuova Russia, del Donbass, eccetera, ma anche con le popolazioni dell'Ucraina. Voi pensate che in futuro potrete avere ancora dei legami tra popolazioni vicine, oppure questo non potrà esserci? Все мы знаем, что украинское правительство ощутило хороший стимул для этой войны с внешней политики, с третьими сторонами. Одни они не могли это все организовать. Чувствуется поддержка Запада негативная. И также мы видим, что после развернувшихся событий Украина как бы покинута. Те, кто советовал им поступать так, они оставили на произвол судьбы Украину. И можем ли мы надеяться, что придет какой-то день, что падение экономического развития Украины позволит сблизить народы и заставит посмотреть по-другому друг на друга? Возможен ли мир и согласие с Новороссией и Новороссией с западной частью Украины и западной частью с восточной? Нацизм на Украине имеет очень давнюю историю. С 2005 года, то есть если раньше это все преподносилось в шуточной форме в западных областях Украины, с 2005 года это начало носить более выраженный характер. Европейцы должны знать, что Украина выбрана как фитиль, как запал к бомбе Третьей мировой войны. Она выбрана осознанно. Выбрана она, далеко раздумывать не надо. Мы можем посмотреть, с кем советуются и кто частый гость в Киеве. Это
всевозможные чиновники, американские сенаторы разного уровня, то есть которые приезжают и не просто советуют, они четко uказывают, что делать украинскому правительству. Radici del nazismo sono molto profondi e veramente noi sappiamo che queste radici non sono potute svilupparsi senza terze persone e questo perché possiamo essere sicuri? Perché in Ucraina sempre vediamo tanti consiglieri dall'America dei diversi livelli. Ucraina prima di tutto è stata come una coda per la bomba che sta per vincere la Russia, per far cadere la Russia. Non Ucraina è l'obiettivo è la Russia, però guardando che miliziani dal Novorossiya ancora sono vivi, ancora sono forti, Ucraina è stata abbandonata perché l'obiettivo non di Ucraina soprattutto, obiettivo di far entrare Russia nella guerra. Что имеет сейчас все европейское сообщество в лице Украины? Это рассадник вооруженных бандформирований, которые воюют на стороне Киева, якобы, но они де-факто не подчиняются президенту. Что мы имеем впоследствии? Посмотрите, были приняты санкции в отношении России. И эти же санкции, еще даже не принятые санкции контрсанкции со стороны России, они уже негативно отразились на экономике Европы. А если учитывать те контрсанкции, которые была вынуждена применить Российская Федерация, экономика Европы ухудшилась. Это еще раз говорит о том, что Америка умышленно хочет поссорить Европу с Азией, Европу с Россией. Америке не нужна сильная Европа, потому что слабым легче управлять. Scusa, начни. То есть, с чего ты начал? Я начал с того, что в Украине те санкции. Да. Possiamo vedere che in Ucraina funzionano tanti bandi militari, eppure hanno iniziato senza documentazione, allora è illegale. De jure dicono che questo guardia nazionale, però de fatto questo bandi improvvisamente che non ascoltano il governo e fanno con conto suo. Però queste sanzioni che America vuole fare contro la Russia hanno mostrato che soffre non Russia, soffre prima di tutto l'Europa e prima di tutto l'Ucraina, anche America. Però quando il nemico si sbaglia si può vedere questa agonia, speriamo che questa agonia. Подводя итог ответа на этот вопрос, я скажу так. Человечеству свойственно перерождаться через хаос. И тот хаос, который сейчас творится на Украине, он уже начал отрезвлять умы жителей западных областей. Они в разговоре с многими с ними, я прекрасно понимаю, в разговоре с многими с ними я слышу такие слова, что ошибочно было приводить к власти тех людей, которые развязали войну против русскоязычного населения. Но впоследствии, чтобы не перекинулся огонь войны на Европу, Европа должна именно сейчас проснуться для того, чтобы всячески надавить на правительство
так называемое правительство Украины и оказать всестороннюю поддержку к локализации конфликта, к наведению мира и спокойствия в стране, потому что политики высокого ранга все говорят об одном в России, что процветающая Европа, процветающая Азия может быть только в конгломерате совместно. И поэтому неоднократно мы сегодня слышали на форуме, что все единогласно сходятся к мнению за единое экономическое пространство, за единую Европу от Гибралтара до Дальнего Востока. Tutti sappiamo che tra il caos e dopo il caos si cresce qualcosa e così speriamo che l'Europa e soprattutto il popolo semplice si capirà che sono stati per sbaglio hanno fatto questa guerra, che hanno deciso di portare avanti il governo che ha messo nella guerra civile in Ucraina, e questo governo che ha messo nelle crisi tra le Ucraine e Russia. Asia e Occidente e Orientale non potranno essere sole, e solo quando c'è un quando c'è società unica possiamo sapere come meglio vincere questo caos e questo pulire il giardino dove crescono nazisti e dove crescono sadici e che potranno dare fastidio a tutti, già sappiamo questo. Anche quel forum dove siamo stati dice stesso che unico mercato può essere un buon modo di vivere, e questo è il mercato dal Lissabona a Vladivostok. Bene.